Ассаламу алейкум всем. Сегодня я начинаю очередной подкаст. Это дизайн мобильной версии нашего сайта интернет. Насколько я помню, уже третья серия. И вот я решил ночью после знойного дня лета под звуки кузнечиков у окна, чувствуя прохладный ветерок, сесть за работу и показать вам рабочий процесс, как я это делаю. Я буду меньше говорить и больше делать. В процессе буду комментировать. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте в чате. Я буду стараться на них отвечать. В общем, я вывожу свой экран. Вы видите бесконечность. Кстати, интересно, вы слышите эти звуки кузнечиков? Если да, напишите что-нибудь. Я вижу, что у меня 0 просмотров, поэтому вряд ли кто-то что-то напишет, но все равно. Ну, все, это было небольшое отступление. Давайте начинать. Я открываю свою фигму. На чем мы остановились? Если вы помните, мы делали страницу статьи, и мы закончили саму статью и начали делать, даже не начали, остановились, где у нас начинаются комментарии. Поэтому давайте возьмемся делать комментарии. Вот эту штуку можно пока убрать, потому что она мешает. И идем дальше. Что у нас? Нужно добавить title, обозначающий, что у нас дальше идут комментарии, количество комментариев. 12 комментариев. Потом дальше у нас что идет? Дальше идет у нас идут табы. Популярные и свежие, можно их так сортировать. Здесь вопрос такой. В десктопе у нас табы идут в один ряд с тайтлом. Но здесь, если мы их разместим вот так, у нас получается, что они располагаются слишком плотно. И это не очень хорошо. Поэтому, возможно, мы их добавим ниже. Вот так. Или же... Так. Да, вот так надо будет их добавить. Сделаем 20, 15, 15, 40. Дальше идет форма ввода комментария. Так, что мы можем здесь сделать? Мы можем просто уменьшить ее ширину, так, чтобы она помещалась у нас на мобильном экране. Что-то кузнечики перестали. Как назвать? Что делают кузнечики? Чирикают, поют, кричат, орут. Ну, в общем, они перестали это делать. Не знаю почему. Видимо, легли спать. Но мы не ложимся спать, потому что нам надо доделать дизайн. Разработчики ждут. Такс. Ага. Так, здесь 20 слишком мало, сделаем 25, потому что между комментариями у нас по 15 нужно сделать, чтобы было... Да, можно, если там 15, можно здесь сделать 20. Такс. Под комментария. Здесь у нас что? Размер какой? 18. Здесь 18. Все отлично. Здесь тоже 18. Или же, я думаю, даже можно сделать меньше, потому что
В десктопной версии у нас размер текста 20, размер комментария 18. Сделаем размер комментария 16. Так лучше. Так, здесь можно у нас прикреплять фотографии, какие-то видео, файлы, гифки и так далее. Сделаем это окно больше, чтобы у нас все поместилось. Так. И размещаем дальше наш комментарий. Ага. Так, давайте сразу же поменяем здесь размер. Здесь. Сделаем 16. Мы поменяли размер, но кроме размера нужно еще поменять высоту, межстрочный интервал. Сделаем 24. Сделали. Вот видите, хороший пример того, с какой сложностью ты сталкиваешься, когда ты не работаешь с автофреймами, с компонентами. Я, когда начинал этот дизайн, я не делал этого всего. И сейчас мне приходится... Вот я поменял высоту строки здесь, и мне теперь нужно подгонять все расстояния уже опять вручную, каждое выделять. Здесь 26 у меня стало. А было, сейчас посмотрим, сколько. Не будем здесь изменять, а здесь посмотрим. 20. Было 20, а стало 26. Теперь нужно возвращать эти отступы. Здесь нужно сделать 26, 20, раз, два, три, четыре, пять, 6. Сколько здесь было? 20 тоже. И здесь тоже теперь нам надо на 6 поднять. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Видите, как неудобно. Это только одну карточку я поправил. Теперь надо все остальные карточки также править. Вот такая вот возня. 4. Ну, это, конечно, мало того, что это возня, так вам на это смотреть еще будет не очень весело. Скучняк самый настоящий. Был бы какой-то другой дизайнер, он бы вообще оставил эти расстояния, эти отступы, но я почему-то не могу. Я, как бы сказать, перфекционист, и я не смог бы сегодня заснуть, если я хоть один пиксель оставлю без внимания. Так, посмотрим. Надо посмотреть, что у нас там по комментариям. Ассаламу алейкум, брат. Почему доната не принимаете? Но мы, когда нам была эта необходимость, вот у нас была необходимость купить вот этот StreamYard, мы открыли сбор, и, машаллах, за короткий срок была собрана необходимая сумма, и у нас получилось купить лицензию для этого сервиса, и теперь у меня и вообще у любого желающего есть возможность зайти и начать свой стрим буквально нажатием там на 1-2 кнопки. Это очень удобно. Не нужно целый день готовиться, технические настройки делать и так далее. Если у кого-то есть желание проводить свои стримы, мы будем очень рады. Просто пишите мне в личку, я добавлю вас в группу организаторов. Мы дадим вам доступы, и вы можете тоже что-то полезное стримить. В общем, давайте дальше. Дальше на весь экран. С отступами 20, 23. Вот это беда с отступами. Раз, два, три. Все это приходится подгонять вручную.
Это же очень неудобно. И мне кажется, я сейчас делаю вообще не то, потому что зря я их подгоняю, потому что мне же надо это же сюда переносить. И когда я это перенесу, там все равно придется каждую карточку уравнять. Поэтому давайте я сначала одну карточку подгоню под нужный размер. Какой у нас ширина экрана? 375. Здесь я сделаю 375. Сделаю высоту побольше. Вот это все надо опустить. Текст надо сделать вот так. 20. 20. Троеточие тоже нужно сюда перенести. 3. Сколько у нас? Здесь вот 20. Здесь надо сделать тоже 20. Так. Тоже сюда переносим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хоп, 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 и все. Два. Так, 20, 20. И здесь 20. Берем карточку, переносим сюда. Так, здесь у нас должно быть не 20, а 15. 2, 3, 4, 5. Блять. Вот эти закругления карточки теперь не нужны, потому что у нас на всю ширину карточка. Так, один комментарий есть. Далее должен быть следующий комментарий. Ага. Переносим это сюда. Да, точно, кузнечики пошли спать. Удивительно, как резко они прекратили чирикать, кричать, орать. Если кто-то знает, как это называется, напишите в комментариях. Что делают кузнечики ночью? Никто не пишет. Ну, ладно. Стрекочут. Не. Ну, не. Двадцать. Здесь 20. Все нормально. Если бы я сделал по уму, достаточно было бы просто поменять размер текста, и все подогналось бы автоматически. Не надо было вот так сейчас сидеть и этим заниматься. Так, вот эти карточки мы можем просто вот это продублировать. Вот эту штуку сейчас был. Дублируем. И просто переносим контент, какой тут есть. Ctrl-X. Если вы хотите вставить то, что вы скопировали, на то место, которое вы выделили, нужно нажать Shift, Command, V.
Это на маке. На винде я не знаю. В общем, вот так. Копирую текст. Ой. Вот так. Опять же дублирую. Теперь хваш. Чает Хадсону. Так, я делаю что-то не то. А что я делаю не то? Я разделил эту ветку. У меня какая тут задумка была. Вот здесь, если посмотреть, какая задумка. Каждая ветка, если это отдельная ветка, то эти карточки, они соединены друг с другом, они, то есть без расстояния между ними. То есть вот это одна ветка, вот это другая ветка, вот это третья ветка. Допустим, если я здесь нажму «Ответить», напишу и отвечу что-нибудь, комментарий появится ниже, и он будет сразу после этой карточки без расстояния. Ну, вот как здесь. Вот, поэтому мне нужно здесь убрать эти расстояния. Вот так. 2 пикселя получилось. Нужно еще на 1 пиксель. Раз, два, три, четыре, 6. Раз, два, три, 6. Так, дальше. Вот это... вот окно ответа на комментарии. Нужно его добавить. Здесь все просто делаем его уже. Так. Перенесли. Здесь 20, надеюсь. Нет, это сразу. Это идет сразу вот так. Растягиваем на всю ширину. Все четко. Здесь задаем 0. Далее идет комментарий Хадсона. Отдельный комментарий Хадсона. Такс. Ага. Берем его. Так, что там по комментариям? Ничего. Сколько зрителей? 3 зрителя. Отлично. 1 зритель — это я. Такс. Ну, кто будет ночью смотреть стрим? И вообще, кто вообще ночью проводит стримы? Ну, как это назвать? Такс. Это идет сюда. 20.
Почему-то ночью работается лучше. Не знаю почему. Сколько я пытаюсь как-то приучить себя а, получать удовольствие, что ли, когда я работаю днем. Но нет. Вот сажусь работать ночью, и меня прет буквально. И прям ничего не отвлекает, сидишь себе, сидишь и не замечаешь, как наступает утро. Ну, если мы сегодня не будем до утра сидеть, я надеюсь, мы будем. Думаю, где-то часа нам достаточно на сегодня. Так, комментарии закончились. Теперь что у нас идут дальше? Интернет рекомендует. Да, теперь идет этот блок у нас. Он размер 20. Почему 20? Непонятно. У нас же не было такого размера. Так, H3 24. H3 здесь 20. То есть это мобильный размер 20. Ну, пусть будет 20. Так, это надо спустить. Так, это фрейм. Есть. Размер. Кстати, картинки тоже нужно уменьшить для мобильной версии. Не слишком большие. Так как сделаем ширину 100. Надо закрепить вот эту штуку, чтобы пропорции сохранялись. Так. Ой. Все убил. Вот так. Так. Здесь тоже надо спустить. Где мой тайтл, который был здесь? Куда я его дел? Непонятно. Фэнтези. Почему он у меня уехал вниз? Потому что я его спустил вниз. Ой, что-то бардак у меня. Полный бардак. Так, не кажется ли вам, что этот заголовок слишком большой здесь? Допустим, мы его перенесем и посмотрим. Так. 20. Сделаем, пока заблокируем его, чтобы он нам не мешал. Делаем тоже здесь 20. Здесь 20. Здесь 20. И здесь тоже 20. Так. Вот эти штучки тоже здесь делаем 20 отступ. Это у нас здесь было 10 вроде бы. Здесь 10.
Надо поднять. Какие у нас там между этими отступ? 25. Вот. Вот так вот. Так вот. 10. Так, здесь проблемка. Если имя длинное, то вот, время не помещается, поэтому нужно сделать как? Нужно делать так. Просто перенести это вниз. Так, можно вот так выделить и сделать вот так. Убрать, нет, сделать по левому краю и сделать расстояние не 0, 5. Даже можно сделать 8. И здесь то же самое, и здесь то же самое. Делаем здесь 8, здесь вот так, и здесь вот так. Десять. 10. 25. Здесь 10. И теперь разблокируем этот слой, который мы заблокировали. Так, здесь сколько у нас? 30. Здесь тоже 30. Так, вот эта полоска, она здесь уже лишняя, потому что у нас это не выглядит уже как рамка, поэтому можно этот фон вообще удалить и сделать так. Какие у нас отступы? 40. Да. Делаем здесь 40. 40. Все. Все четко. Что там еще на странице осталось? Ага. Так, все. Отлично. Здесь мы закончили. Сделаем 50. Это у нас конец страницы. Так, вот это все удаляем. Уже не нужно. Разблокируем, удаляем. Так, дальше. Что у нас дальше? Выпадающее меню сделали, поиск сделали, страницу сделали. Дальше у нас идут профили. Так, вот это можно вот так сюда переместить. Переместили. Ага, вот это тоже можно переместить. И начнем делать профили. Достаточно взять какой-нибудь наиболее подходящий, наиболее подходящую страницу, на которой уже что-то есть. Вставляем ее сюда. Так, смотрим, удаляем лишнее все. Здесь все лишнее. Удалили. И начинаем собирать страницу профиля.
что по комментариям Аллах Тубах Масняр Ибра. Так. Ага. Кстати, Ибра тоже там нет ночью сидит и кодингом занимается сайта интернет. Так что я у тебя взял пример. Так, профиль. Как мы будем делать профиль? Профиль будем делать вот так. Аватарку пушки его, мушки сделаем вот так по центру. Ее можно уже сделать поменьше. Допустим, 120, 40. Далее. Вот эти 3 точки, их можно добавить сюда. Ну, пока сюда добавим, а там дальше посмотрим. Потом далее вот это все добавляем сюда. Именно надо сделать меньше, потому что мы уже задали тайтлы для мобильного. H1. Да, H1 нормально. Или ненормально. Я думаю, можно сделать меньше, потому что имена бывают и длиннее, они могут не поместиться. Вот так лучше. Возьмем это в автофрейм layout. Почему я называю автофрейм автолейаут? Разместим посередине. Это тоже посередине. Или нет? Нет, это не посередине. Так. А почему я здесь сделал 20? Вот это вопрос. Здесь же по 15. Я сделал ошибку в прямом эфире. Надо поправлять. Так. Вот так вот. 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 Ой. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Растягиваем. Далее вот эти штуки. И вот эти тоже. Это называется Кигарантес. 2, 3, 4, 5. 6. Ночной Кигарантес. Здесь все вот так берем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Все. Вот косяк я исправил. Дальше идем сюда. Раз, два, три, четыре, 5. Все нормально. Исправлено. Раз, два, три. Сколько здесь?
10 или 15. Нормально. Здесь делаем 40. Так, сделать посередине, посмотрим. Посередине, чем что. Не, все-таки вот так лучше. 20. 23. Так, дальше. Дальше идут вот эти штучки. Так, в принципе, вот эти выпадающие окна можно не показывать на мобильном, потому что разработчикам и так понятно. Это наследуется с десктопной версии все. Поэтому не будем это все показывать. Здесь 40. 40. Все четко. Это сделали. Так, вот эти точки. Ага. Ну, в принципе, нормально. Можно их здесь и оставить. В принципе, нормально. 40. Только надо так. Нет, надо сделать на 10 пикселей сюда, потому что если это расположить у края, у самого края, то пальцем будет туда трудно попадать. Поэтому надо это немножко сдвигать, вот такие вещи. Ага, так, дальше. Дальше идут карточки. Эти карточки можно просто тупо скопировать с главной страницы, где у нас они были. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Ну, просто достаточно показать 2 карточки, этого достаточно. Хоп. Вот эту линию надо довести до конца. Здесь 20. Или не 20. 30. Так, конечно же, надо поменять вот это имя. Тег мы убирали, поэтому оставим только имя. И вот этого уберем. Так. Это. Вот это. Здесь то же самое. Так. Что-то зависло. Почему не выбирается, непонятно. Я заблокировал, что ли? Заблокировал. И убираем вот это. Все, здесь все. Здесь все. На этой странице наши полномочия уже все. 50. Дальше можно просто скопировать эту страницу. А здесь что у нас? Здесь я просто, в принципе, это уже не нужно в мобильной версии. Все эти состояния, они наследуются. Да, это не нужно показывать. Это не нужно. Вот это можно показать. Это очень хорошо, я вам скажу, потому что я вижу свет в конце туннеля. Нам осталось совсем немного.
Даже не ожидал, что так быстро получится закончить. Так, черновики, понятно, комментарии. Давайте вот эту всю байду сюда перенесем. Нет, вот это надо сгруппировать, потом добавить, а потом удалить. Все, отлично. Так, вот все убираем. Что там? Комментарием. Моменты и просмотра ровно под ником. И если как лайк и дизлайк с правой стороны сделать не айс. Так, сейчас я это соберусь. Попытаюсь понять, что ты имеешь в виду. Комменты, может быть, и просмотр ровно под ником. Если как лайк и дизлайк с правой стороны сделать не айс. Комменты и просмотры. Где у нас были комменты и просмотры? С правой стороны. Если честно, я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Ну, с правой стороны у нас уже есть лайки, дизлайки, а как это перенести вправо, если это уже есть здесь? Если ты имеешь в виду в два ряда пустить, то это неправильно. Может, он говорит про другие экраны какие-то, может, здесь комменты и просмотры. Вот здесь. Нет. Кстати, вот здесь, да, проблемка. Это, может быть, есть смысл перенести сюда. Так лучше. Так лучше. Вот так надо. Если ты это имел в виду, то ты был очень прав. Так. Осталось сделать эту штуку. Вот эта штука. Это едет сюда. Меняем. Все, перекинули. Здесь 30. Меняем определение на 0. Так, расстояние 15. Стягиваем, подгоняем. Так, здесь у нас 20, сделать надо 15, потому что у нас все должно быть по сетке. Раз, два, три, 15. Здесь line height я не задавал, и он здесь оказался неправильным. Надо сделать, если здесь 16, 24 или 22. 22 лучше. Так, здесь сколько? 10. Так, ответь следующий. Чачорсу. Рекомендации он имеет в виду. Сейчас посмотрим. Он в рекомендациях.
Нет, потому что у нас везде на сайте, везде вот эти штуки идут с левой стороны. И будет неправильно, если мы это переместим направо. Потому что какая-то наследственность должна быть. Если в течение всего сайта люди привыкли видеть это с левой стороны, и вдруг в этом месте они начинают это видеть с правой стороны, то это немножко вызовет когнитивный диссонанс. С правой стороны у нас должны быть лайки. Так. 10. 10. Двадцать. Так, 26. А почему здесь 15? Делаем так. Ну, у меня одинаковые все карточки, поэтому мне здесь вообще очень легко. Просто надо скопировать, продублировать и все. Да. И делаем вот эту штуку. Эту штуку. Получается с этим все. Все. Так. Ну, осталась всего лишь одна страница. Это очень радостная новость для всех нас. Поздравляю нас всех с этой радостной вестью. Так, так, чтобы меню, колонка. Что мы делали с меню здесь? Уносили это сюда. Так, но здесь другое меню. И с ним надо что-то делать. Угу. Так. Давайте сделаем пустую страницу. Сделали. Это надо разгруппировать. И надо что-то сделать, куда-то надо девать вот это все. Категории. Так. Как бы это сделать? Угу. Нужно, чтобы когда человек заходит, чтобы это было сразу видно, что эти категории есть. Мы их можем перенести в такой фильтр, что мы и сделаем. Так, title. Title у нас какой? H1 или какой title? Где у нас был title? Сейчас 42. Тогда это должно быть H2. Какие у нас отступы здесь были? 30. 30 много. 25.
Вот это 5. Надо побольше, потому что здесь уже размешано. Раз, два, 8. И вот теперь вот здесь берем эти фильтры, переносим и добавляем новый фильтр, называем его категория. Категории. Все. Это очевидно, что свайпом можно вот так перетаскивать и выбирать то, что нужно. Так. Или сделать это в два ряда. Да нет, зачем? Вот так достаточно. Так, и потом берем вот эти штуки. Они у нас в автофреймах. Надеюсь. Заключить их надо в автофрейме. Так, вот так. Вот так. Двадцать. Так, вот эти нужно вот все выделить. Все выделяем и вот так. Вот как удобно, когда все так съезжает, потому что это все сделано как надо. И все. Так. Сюда добавляем это. 15, 25, 30. Вот это доступен для работы, надо будет перенести. Или же просто сократить до одного слова доступен. Ну, что если будет длинное имя? Опять же, это не поместится. Так, здесь можно аватарки меньше сделать, во-первых. Делаем их меньше. Делаем их 50. Отлично. И доступен для работы можно поменять на просто доступен. Если уже вдруг так получится, что имя будет очень длинное, то вот это просто перенесется на следующую строку. Ну, это можно даже показать в одном месте. Какое-нибудь длинное имя. Какое бывает длинное имя? Ладно, какое-нибудь, не знаю. Так. Вот этот фрейм вытаскиваем отсюда и все. Вот так вот. Все очень просто.
Даже можно сразу все это перенести и сделать вот так везде, чтобы было какое-то однообразие, чтобы не было такого, что где-то переносится, где-то не переносится, переносится в носу. Так, что там по комментариям? Все, просто не знал четко все, брат. Так, угу. Все перенесли, все отлично, все замечательно. Осталось вот эти поравнять тексты. Пятнадцать. 15. Ночные гонки на фоне, я слышу. Так, ну и вот эти линии, это последний штрих, я думаю. Последний штрих, даже не верится. Теперь я могу разрабам сказать, я закончил спокойно. Так, ну все, в общем, я закончил, я думаю, да. Я закончил, вот это удаляем. Все, я закончил. Это очень здорово. В общем, я вам показал процесс работы над дизайном мобильной версии сайта интернет. Я показал примерно режим, ну, как я это обычно делаю, когда я над этим работаю. Ну, конечно, я это делаю, может быть, чуть дольше, в каких-то местах я думаю больше. Здесь, чтобы вам не было скучно, я иногда просто какие-то моменты опускаю и не прорабатываю их должным образом. А потом после эфира я могу уже подумать и, если что, где-то что-то подправить. Ну, в общем, примерно процесс работы, он выглядит так. Хорошо, я тогда думаю, пора заканчивать. Ох ты, 23:00, 12:00. Как я уложился, это вообще восхитительно просто. Хорошо, все, я тогда со всеми прощаюсь. Всем, кто смотрел. Тогда увидимся в других, услышимся в других подкастах на другие темы. А вот этот цикл уже заканчивается. Давайте тогда ассаламу алейкум, всем бистиалху.